Ребята, вы пишете такие вещи, от которых все впадают в панику, да? Ну какой Сталин? Ну какие памятники Сталину? Ну то Господь с тобой. Да я такой гордый, я такой независимый, я такой крутой. Но если что, позвоню ментам, они приедут и вам накидают. Вітаю сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале Ток, і гэта нядзельны аналітычны выпуск з эканамічнай аглядальніцы, а таксама галоўнай рэдактаркай плана Б Воля Лойка. Воль, привет. Привет. Тыдзень таму адбыліся выбары. Нічога надзвычайнага не адбылося, ніхто нічога як бы і не чакаў. Лукашенка намалявалі 87%. І галоўнае пытанне, напэўна, якое цяпер стаіць перад усімі, ці гэта апошні тэрмін, на які ён ідзе. Ці вырашыць ён ісці ў 30-м годзе яшчэ раз. І ўвогуле, што можа адбыцца да 30-го года. І самае цікавае, што нават падчас ягоных цяперашніх прэс-канферэнцый ён ужо сказаў, што я не гатовы сказаць дакладна, што гэта апошні тэрмін, тыпу пажывём, пабачым. Што як бы не ўсяляю надзею у людзей у тое, што будуць нейкія перамены. Што ты думаешь про гэта? Да, я уже остроумно пошутила по поводу того, что, ну, пусть этот срок будет не последним, но последним на президентском посту. На самом деле, я думаю, что это решение ему самому дается очень сложно, потому что даже на прошлых выборах, если человек 10 клялся, что все-таки последний, да, и тут поддался уговорам Качановой и все-таки согрешил Нібыта. еще разик, да, то мы понимаем, что сочетание таланта Качановой убеждать Лукашенко в том, что надо, и больших медицинских достижений, оно позволяет, в общем-то, человека почти в любом состоянии сделать достаточно избирабельным в белорусских реалиях, да. То есть, в общем-то, можно даже из палаты реанимации, значит, на каталке и на искусственное фактически поддержание жизнедеятельности оставаться во главе, на коне и так далее. Вопрос, насколько это понадобится ему. У меня есть ощущение, что ему самому это уже не хочется, не нужно, и вызовов слишком много. Победа была реально легкая, за неявкой соперников, судей, ну, всех. То есть вычищено полностью поле, неудивительные абсолютно 87%, потому что весь процент недовольных, он или замолчал, разочаровался, или уехал из страны. Поэтому тут все очень легко. Много математических объяснений, почему 87. Я не думаю, что это имело особое значение, сакральное. Не верю ни в какие там арифметические сложные штуки. Ему нарисовали столько, сколько должны были, сколько примерно соответствует его мироощущению. Но дело в том, что легкая победа не гарантирует комфортного срока, а в данном случае наоборот. Все проблемы, которые годами накапливались, сейчас этот навес, он уже навешивается совсем, и непонятно, что он может сделать, какие нестандартные решения, какие там непричесанные идеи он может использовать. Все, что у него было, весь план Б, все возможности диверсификации источников доходов, они все фактически испорчены. Только Россия и надежда, что война закончится и санкции ослабеют. И то это в каком промежутке и что мы от этого получим. То есть технологическое отставание, оно же никуда не денется. Оно уже есть, и оно нарастает. Ну, опять, легко проект выдать за, допустим, высокотехнологичный. Вопрос, как на нем заработать деньги. Вот этот ключевой момент. Да? Можно из БНБК изображать, что там есть наука, там есть какие-то формулы, там есть какая-то таинственная технология. Это все можно изображать. Но там нет экономики. И не было никогда. И вот этот момент наступает, да, то есть это как с модернизацией. Можно вложить в нее миллиарды, можно сказать, что ну вот видишь, какую классную продукцию мы получили, ну вот в моменте мы даже нашли спрос, мы начали поставлять. Но все заканчивается тем, что экономика не складывается, что кредиты все равно надо отдавать. И все попытки сказать, что, ну, смотрите, проект же вот он себя окупает, но без учета тех затрат на модернизацию. Ну, классно, если не платить за квартиру, то я тоже очень хорошо живу, да. Странно не включать это в свои расходы, в свои затраты. Значит, у проекта экономики нет. А у него фактически проектов с экономикой не осталось. Был один ПВТ, ну, то, что от него осталось, да, вот это отчаянное майнить будем. Ну, классно. Там еще Трамп Росса Ульбрихта выпустил, да, ты у него посоветуйся, можно майнить и в Даркнете что-нибудь, значит, продавать, да, очень остроумно. Ну, не причесанно и нестандартно зато. Все стандартные варианты, они все испорчены или невозможны. Вот.
плохой срок ждет Александра Григорьевича. І ўвогуле выглядае, што нават пасля вайны як бы палёгкі для эканомікі не будзе, таму што калі Беларусь апынецца за жалезнай заслонай разам з Расеяй, то як бы дыверсіфікацыі рынкаў, асабліва дзе там чакаць? Абсолютно. Тогда надо надеяться на план Маршалла, но он тоже сопровождается определенными условиями. И Лукашенко будет явно некомфортно что-то отдавать и чем-то делиться. Да, все-таки ему нужна какая-то своя история успеха, к которой он привык, которую он знает и любит. Таких отраслей, таких сфер просто не просматривается. Тем более, что мы видим, что с российским рынком все больше сложностей и проблем. И если уже околовоенные и близкие к Путину структуры начинают говорить о том, что мы не можем работать в условиях таких ставок, потому что льготного кредитования на всех не хватает, ну, это уже плохой сигнал. Если не хватает на них, то на Лукашенко точно не хватит. И опять, да, можно даже на вторую АЭС получить деньги, но это очень такой на короткий момент. И потом надо все равно думать, что делать с этими избытками, излишками электроэнергии. И, ну, в общем, вопросов получается больше, чем ответов. Не просматривается какой-то четкой, внятной версии, на чем, собственно, мы будем зарабатывать. Да? Как вот последний этот момент у него был с ПВТ. Было четко понятно, как именно эта отрасль будет приносить совершенно понятные деньги, причем на мировом рынке, который мало зависел от каких-то конъюнктурных вопросов, вроде там наших отношений с Путиным или там цен на нефть и так далее. Понятно было, откуда кэшфлоу. Здесь совершенно невозможно себе вообразить, как это поможет ему. І больш за тое, я проста згадваю расследаванне Белпола, калі было паказана, як шмат заводаў беларускіх ангажаваная вытворчасць розных дэталяў для расійскай зброі. І ну, вялікае пытанне, што вайна скончыцца, наўрад ці ўжо трэба будуць такія аб'ёмы, так? Можа быць, нават калі Расія не будзе спыняць выраб, каб папаўняць свае запасы нон-стоп зброя для новых заваяванняў і войнаў. Вось, але тым не менш, мне здаецца, што гэта будуць агромныя страты ў грашах для гэтых усіх заводаў, так? Што яны будуць рабіць? Тем более, что опять мы понимаем, что России в моменте может быть выгодно, как, допустим, там России в моменте выгодно покупать, допустим, белорусскую свинину или белорусскую курятину. Но попутно в России создаются собственные производства, и наступает этот замечательный момент, когда Россия говорит: спасибо, вы нам очень помогли, а сейчас дальше мы сами. Ну, просто потому, что льготные кредитные ресурсы вполне удобно использовать и самим. Просто у нас в моменте не хватало мощностей. Поэтому сказать, что даже если война продолжается и Россия продолжает вкладывать деньги в оборонзаказ, совсем не факт, что Лукашенко с этого может что-то поиметь. І ты маеш рацыю, што, напэўна, тое, чаго беларусы больш за ўсё чакаюць ад улады заўжды, гэта дабрабыт, рост дабрабыту, добрая паспяховая эканоміка, якой ніколі не было, на жаль, у нашай гісторыі. І трэцяе, сацыяльныя гарантыі. Што зараз Лукашенко можа прапанаваць і што ёсць у яго на гэты момант? То бок, ці ёсць рэальна ў нас нейкія сацыяльныя гаранты, якія могуць людзям штосьці гарантаваць? Да, много раз считали, насколько Беларусь по уровню благосостояния отставала от Польши, от Литвы в момент распада Советского Союза, и как это отставание только увеличивалось вместо того, чтобы догонять. Да? Ну, белорусский народ, он, в общем-то, не избалованный. Сейчас идет прям масштабная кампания по пропагандистам в попытках значит, рассказать о том, как хорошо мы живем. Да, у каждого журналиста есть такой guilty pleasure, да. Я узнаю, что у нас есть коллега, который очень любит читать, значит, сообщения женщин, отправивших мужей на войну. Мужья не вернулись, и они очень удивляются, возмущаются и негодуют, как же так могло вообще получиться. Кто бы мог подумать, да, человек пошел воевать и, понимаешь, умер. Вот незадача, да. А у меня вот такой guilty pleasure чтение пропагандистских текстов о том, как хорошо мы живем. Ну, просто они сами не понимают, что они дискредитируют фактически уровень жизни в Республике Беларусь, да, потому что когда там женщина 40 плюс лет с 2 детьми рассказывает, что вот живем мы хорошо, правда, пришлось к маме в деревню переехать, потому что снимать очень дорого. Зарабатываем мы очень хорошо, настолько хорошо, что даже можем там хорошо одеться. Ну, стоит человек откровенно плохо одетый из секонда или с рынка, да, стоит человек, на фото видно, что у нее, извините, проблемы с зубами,
Вот, и рассказывает о преимуществах белорусского образа жизни. А дело в том, что, ты можешь хорошо одеться, это вообще ни о чем, да. В Европе можно хорошо одеться, не вложив ни копейки. Одежды, бывшей в употреблении много, и она реально не стоит ничего, да. То есть у любого приемника одежды стоят пакеты с одеждой, которые, в общем-то, вполне неплохие. И там многие детям, допустим, эту одежду забирают смело. И, ну, что тут такого, да? Это не стоит ничего. Кроссовки стоят дешево, допустим, медицинская помощь стоит дорого. Это логично. А в Беларуси оказывается наоборот. Покупкой одежды мы гордимся, дорогой одежды плохого качества. А, допустим, стоматология, мы говорим, вот она у нас дешевая. И никакая. Вот, у меня были, прекрасные 3 стоматолога в Минске, ни один из них, я не могу сказать, что был дешевым. И очень странный критерий выбора медицинской помощи себе. Ну, дешевле всего вообще сделать себе съемный мост и ходить, значит, с ним, да. И когда вы вешаете плакаты о том, что приезжайте к нам, у нас дешевая стоматология, ребята, ну, в итоге получится так, что люди отсюда поедут за дешевыми и очень простыми услугами в Беларусь, а за сложной стоматологической помощью, наоборот, поедут из Беларуси сюда. Да, эта помощь стоит дорого, но это современные технологии, современные материалы, это другое качество и другая эстетика. Ну, странно делать ставку на дешевые и низкотехнологические э, услуги. Что еще может пообещать государство? Ну, пока никакими, собственно, обещаниями особо оно не балует. И тут можно несколько историй вспомнить. История, которая лично меня триггерит очень сильно и уже там лет 5-7, да, это история с белорусскими детьми, которым регулярно собирают деньги на лечение. Допустим, дети с СМА первого-второго типа, которым собирают $2 миллиона на ребенка на укол. История, ужасная, страшная, потому что, да, во всем мире лекарства есть, это уже 3 лекарства. И я помню, когда мы, наверное, в 18 году писали о громких судебных, исках, где родители девочки пытались у Минздрава, получить эту медицинскую помощь, и сотрудники Минздрава просто врали в глаза, говорили, что в Беларуси есть помощь. Да, она паллиативная, да, это массаж, да, это ЛФК. Ну, а что вы хотели? Дело в том, что недоказанный эффект, от этого препарата. Мы не знаем, насколько эффективно окажется это лечение. Ну да, ФДА одобрила его, но мы не знаем, да. Вот, буквально на этой неделе мама этой девочки, которая давно увезла своего ребенка в Штаты и лечит ребенка там, прекрасная девочка, она на коляске инвалидной, но она веселая, там болтает, плавает, все у нее очень неплохо. И вот мама пишет, что она впервые увидела точно такого же ребенка, как ее дочка того же возраста, с точно тем же количеством копий гена СМА. И получается, что ребенок, единственное отличие этого ребенка в том, что он родился в США. Там есть скрининг сразу после рождения, и ребенок получил этот укол на 10-й день после рождения. Так вот, у него нет никаких особенностей и ограничений. И понимать, что твой ребенок мог бы точно так же расти обычным, нормальным и здоровым, да, если твое государство дает тебе гарантии, да. Белорусское государство не дает эти гарантии до сих пор. Сейчас вот закончился сбор на одного мальчика, собрали $3 миллиона, все медиа написали, очень гордимся, смогли собрать. Молодцы, действительно хорошо, что у мальчика есть шанс. Но сейчас сбор идет по 2 миллиона еще на 2 мальчиков. Еще одно guilty pleasure, да, в комментариях почитать, что, наверное, пишут: послушайте, надо просто Александру Григорьевичу об этом написать. Он просто не знает, что есть такие мальчики, которым нужна помощь. Господа, Александр Григорьевич прекрасно знает, что каждый год в Республике Беларусь 5-6 таких мальчиков и девочек рождается. Государство им это лечение не гарантирует и не обеспечивает. Да? А мы все понимаем разницу между тем, что, слушай, ну ты собирай, ну может тебе кто-то из госпредприятий поможет. Ну, может, кто-нибудь из исполкома публикует на своем сайте, да, и между тем, что государство тебе гарантирует, и ты получаешь то, на что ты имеешь право, да. Ты не собираешь в отчаянии. В итоге фактически сбор был нормальным у 2 детей, которым
Александр Михайлович Машинский заплатил деньги, это дети его сотрудников, и они знали, что как бы он доплатит до, суммы. То есть сбор был объявлен, но они понимали, что сбор будет закрыт. А все остальные, это десятки людей, они уезжают в Польшу. И Польша по страховке лечит этих детей. Послушайте, ну это вот для меня это цинизм, да, когда есть совершенно понятное количество детей, есть совершенно понятные механизмы помощи, есть уже абсолютно очевидный результат, видно, что это лекарство эффективное, и государство, которое не хочет брать на себя эту ответственность, да. Оно говорит: "Мы тебе поможем, если что. Ну, ты у нас попроси, да. Ты не получи то, что тебе положено, а попроси". Ну, так можно и пенсию так просить, а потом благодарить, да. А можно говорить, что: "Ребят, я ее заработал. Вы мне даете то, что я заработал, то, что я должен получать от государства, имею право получать, и я не должен выступать в роли просителя, да. Я не должен благодарить Александра Григорьевича за это. Я могу благодарить разработчиков этого лекарства, ну и я не знаю, кого еще, да. А благодарности лично властям, что они помогли мне со сбором, ну, вот это цинизм уже. У гэтым сэнсе так жа зусім. Да тэрапеўта ёсць магчымасць пайсці, это дзяржава дала. У Да. школу есть магчымасць пайсці, дзяржава Да, дала. тебе дают медицинскую помощь бесплатную. Ну, хорошо, послушайте, это как бесплатная помощь медицинская здоровому ребенку. Ему она фактически не нужна, то есть она ему нужна в абсолютно минимальном объеме, да? Потому что ребенок здоров, да, сопли, там, уши перерастет довольно быстро, это минимальные затраты. Спасибо государству, что оно, допустим, приезжает на дом. Ну, весь мир говорит, что это не нужно, да. Вот мы У здесь большасці смеемся, выпадкаў. да, мы смеемся с чата врачи в Варшаве, где мамы периодически пишут такие: какой ужас, вообще не едут, совсем не едут, вот педиатр не едет на дом. А все врачи пишут: господи, какое счастье, да, какое счастье, что мы здесь не ходим на дом. Это настолько бесполезно, не нужно, унизительно, сложно и долго для нас, для врачей. Ну вот это не нужно. Ну, нам государство, вот белорусам, обеспечивает. Спасибо. А хорошо, а высокотехнологичная помощь, а современные онкологические препараты, да, оно обеспечивает какую-то часть очень небольшую, да. Этот момент очень любопытно в России был. Значит, там протокол лечения нейробластомы у детей, он заканчивался на том, что государство бесплатно обеспечивает тебе химиотерапию. Но дело в том, что там больше 90% были рецидивы. И каждому этому ребенку сразу начинали собирать на таргетную терапию современную. А государство это не обеспечивало. И врачи подняли вопрос: послушайте, давайте тогда говорить, что государство не лечит этих детей вообще, потому что если вы обеспечиваете ребенку только химию, а он с вероятностью больше 90% уходит в рецидив, тогда давайте его не лечить вообще. Или давайте гарантировать ему полностью весь протокол, который дает высокую вероятность его излечения, да? Потому что иначе получается цинизм. Мы говорим: ну мы же лечим. Ну что вы хотите? Ну, ребята, вы лечите, но не вылечиваете. А уже есть способы. И важно, чтобы семья понимала, что этот протокол, у нас есть право на весь этот протокол. А то государство берет на себя вот самую дешевую и простую часть, а потом говорит: ну все, свободен. Как-то так, можешь начинать Крутіся сам. собирать деньги. А дело в том, что недорогую химиотерапию люди бы могли купить сами, а там, где как раз нужна помощь государства, где кроме государства никто не может себе помочь, именно в этом случае тебе в этой помощи отказывают. Ну, ребят, заплатить за осмотр педиатра сопли у ребенка, да, многие белорусы имели уже последние годы страховки частных медцентров и могли себе позволить обеспечивать вот эту такую повседневную простую медицину себе в комфортных условиях в частных медицинских центрах. То есть они даже отказывались от этого, фактически просто доплачивая за более комфортные условия. Ну, реально, это речь о здоровых людях фактически идет. Но есть ситуации, где кроме государства рассчитывать не на кого. В этом случае государство говорит: извините, ничего не знаю. Это не то, что какой-то там один случай, это принципиальная позиция, да, а ты у меня будешь просить, да. Мы с тобой, когда готовились, да, упоминали, что пошел вот этот уклон в сталинизм такой какой-то откровенный, да. Я вспоминаю истории на уроках литературы, мы уже отголосками это проходили,
о том, что, значит, мамы больных мальчиков якобы писали Сталину, и Сталин выслал какое-то лекарство, и ребенка спасли, да, вот советская пропаганда любила такие истории. Ну, ребята, а чем вы отличаетесь на самом деле, да? А вы напишите Лукашенко, и вдруг он, может быть, именно вас почему-то одарит своим вниманием. Но если таких мальчиков и девочек 5, как мы можем сказать, что вот этого мы будем спасать, а вот этого не будем, да? Ну, то есть Польша этих детей спасает, а Беларусь нет, нет такой необходимости. И этот уклон в сталинизм меня, честно говоря, очень не то что смущает, но, можно сказать, даже пугает, потому что вначале это казалось, что, ну, там, застой, поздний Брежнев, такое уже жестокости, но такие все более какие-то старческие, все более эпизодические. А на самом деле даже после выборов, до выборов у нас был только вот этот Сережа Сыранков, который молодец, который восстановить памятники Сталину, который, значит, частную собственность немножко там отнять, да, значит, даешь, значит, страну всеобщего равенства, да. Ну, это как-то так, да. Потом, Увогуле, ведаеш, такое адчуванне, што ён паверыў у сябе пасля выбараў. да, Ён там, значыць, пасля Лукашэнкі з людзей першы, так, ёсць яшчэ да, кандыдат супраць усіх перамог Сыранкова, но да, тым не менш. І ён такое адчуванне, што ўсё, як бы ён на кані, і ён да, са да, сваёй да, вось гэтай да. ідэалогіяй абсалютна недарэчнай у сучасным свеце вось зараз выступае паўсюль. Абсолютно. Это вот смещение такое у нас на глазах, окна Авертона, да, когда то, что было еще, слушай, ну какой Сталин, ну какие памятники Сталин, ну то Господь с тобой, да, ну давайте уже как-то, ну вот без этого обойдемся, да. Нет, не обойдемся. Вот у него второе место после Лукашенко среди живых людей, да. Тут же поднимает голову господин Байнёв, я уже даже успела соскучиться, давно его не читала. Тут, значит, читаю, какой ужас, значит, как нас, потомков генетических Советского Союза, пытается уничтожить клятый Запад. И там тоже Сталин, и там тоже увековечение его, и, значит, продвижение, прославление и так далее. И заметьте, это уже не совсем маргиналы вроде Гриши Озаренко, да, это целый профессор БГУ. И Гриша тоже про Сталина Ксению несколько смутил, по-моему, своими разговорами. Это уже не маргинально. Это уже не мейнстрим, но такое, в общем, немножко уже так можно. Але не ведаеш, калі я чытала гэтую калонку Байнёва, і я бачу, што ён піша, што вось гэты ненавісны захад хоча знішчыць нашчадкаў Генетических потомков, да, да, да. стваральнікаў СССР. Ты думаеш, ну як гэта ўвогуле можна напісаць разумны чалавек? Ну гэта ж просто абсурд. Гэта друкуецца там у выданнях нейкіх, Да, так? ну я думаю, Людзям что паказваюць, лекции як гэта его ўсё. тоже не отличаются по содержанию, да. То есть это реально сталинизм на грани фашизма уже, генетические потомки. Ну, я не знаю, слушайте, я, может, генетический потомок диссидентов и политических заключенных. У меня, между прочим, 3 поколения, плохая история семейная политзаключенных. И что? Ну, то есть фактически я понимаю, что памятники Сталину, ладно, да, это может остаться там нереализованным. Но, ребят, идея шарашек, мы все ближе к ней подходим. Ну вот реально, там же прям это упоминается с гордостью. И ну а что, да, вот Королёв там, допустим, отработал на шарашку, он же не возмущался, родину все равно любил. Ну, знаете, не больно его кто-то спрашивал, да, вариантов-то не было. Но сейчас, пока занавес все-таки не закрыт, и потенциальные и реальные Королёвы, они предпочитают все-таки не ждать того момента, когда, извините, вот эти все люди, да, от Гриши до Сережи, они начнут, значит, организовывать экономику по своему очень скромному разумению, да. Частная собственность нам не нужна, оплата труда у нас будет примерно равная. Ну, почему при этом не поставить вокруг нашего института или производства забор, я прям даже не знаю. Не так сложно это, да? Але ведаеш, што мяне яшчэ паражае проста ў гэтай сітуацыі, вяртаючыся да калонкі Байнёва, што вось ім дагэтуль няма чаго супрацьпаставіць захаду, апроч як перамогу ў другой сусветнай вайне. Як бы, ну, больш за паўстагоддзя прайшло, так, з таго Да. часу.
Да. Чаму вы не можаце нічога новага прапанаваць? Окей, вы супрацьстаіце захаду. Ну дайце новыя ідэі, з чым вы супрацьстаіце захаду? Заходнім тэхналогіям, заходняй медыцыне, заходняй адукацыі, ну як бы хоць штосьці прадэманструйце. Абсолютно. Плюс, товарищи, вы должны понимать, что все-таки ленд-лиз тоже никто не отменял, и вклад его в победу над фашизмом тоже нельзя исключать и недооценивать, да? Это как говорить, что, ну вот, Украина же победила, допустим, а Запад, ну, слушайте, американские деньги. Мы все понимаем, что это такое и что значит, когда они есть и когда их нет. Это совершенно две разные истории. Советскому Союзу помогали, помогали много, помогали дорого. И, ну, я уже не начинаю с того, что как много было сделано для того, чтобы довести ситуацию до этого. До сих пор, кстати, многие пакт Молотова-Риббентропа отрицают. Спасибо белорусскому образованию. Итоги Второй мировой мы же пересматривать не можем, а предпосылки тоже. И поэтому многие люди до сих пор не верят в том, что этот документ действительно существовал. Это очень удобно на самом деле, да? Так что, в общем, противостояли мы Западу и очень успешно. Ну да, 80 лет прошло. Цікава, чаму цяпер яны ў авангардзе, значыць, рэжыму. Іх жа ніхто не спыняе, то бок, напэўна, яны выгадныя лукашыстам, так? І ў іх сённяшняй ідэалогіі і ўяўленнях пра тое, што трэба беларускім людзям. Хоць мне падаецца, што гэта абсалютна недарэчна, непатрэбна, не да месца, не да часу, ні да чаго. Я не вельмі разумею, з кім яны вядуць дыялог. Хто будзе гэта слухаць? Каму гэта трэба? Это абсолютно не актуально, это вчорашний день. Слушай, ну, во-первых, есть вот этот эффект какого-то вызова, ответ на который невозможно пока понять. Да? Всем понятно, что будет как-то иначе, что все меняется, меняется мировая экономика, меняются уклады, меняются технологии, все меняется. Они точно не меняются в направлении сталинизма, но в условиях нестабильности, знаешь, попытка откатить до предыдущей, неработающей, но стабильной версии. Да? Возможно, кому-то кажется, что там было что-то стабильное, хорошее и так далее, да. Тем более, ну вот видишь, там бедности нет. Ребят, ну бедности нет в подавляющем большинстве стран уже, в том смысле, в котором мы ее понимали тогда, да. Сейчас жить в Европе и не иметь возможности поесть довольно сложно, да. Если ты там гражданин страны, если у тебя есть худо-бедно какое-то образование, если ты можешь выполнять минимальную работу, твои шансы на то, что тебе будет нечего есть, они очень невелики. Это надо прям постараться, да. То есть твоим благополучием будет заниматься довольно много людей, да. Бесплатных продуктов раздается в таких объемах, что если ты в этом нуждаешься, почти везде это можно получить эту помощь в каком-то виде. Понятно, что это усложняется, если ты там больной, если ты мигрант, если у тебя много детей. Это все сложнее становится. Но в целом умереть с голоду в Европе довольно сложно. Это надо прям сильно постараться. То же самое с образованием и со всем остальным. Я не представляю, какие лекции господин Байнёв читает на экономическом факультете ведущего вуза Беларуси. Чему это соответствует, куда потом этот специалист может пойти поработать, если он реально верит вот в это вот все. Якія новыя рашэнні для эканомікі прапанаваць? Да, Актуальныя рынку і патрэбам. да, да. О каком технологическом превосходстве, о чем вообще можно говорить? Это какой-то, я не знаю, какие-то доисторические совершенно замшелые вещи, но сейчас они становятся мейнстримом, и это, в общем-то, пугает. Хачу згадаць таксама статыстыку па кавіду, якая вось толькі зараз, дзякуючы кіберпартызанам, нам нарэшце адкрылася, што насамрэч у нас па выніках кавіду было не 7 тысяч смерцяў, як дэкларавалася дзяржавай, а 90 тысяч. І гэта такія страты, якія, ну як бы яны нашмат перавышаюць страты ўсіх суседніх краінаў, якія побач з намі знаходзяцца. Іх можна нават параўнаць са стратамі ўкраіны ў вайне. І хутчэй за ўсё нават нашы кавідныя страты яшчэ перавышаюць страты ўкраіны. То бок гэта проста насамрэч жахлівая статыстыка, якая паказвае толькі тое, што гэта была каласальная памылка дзяржавы так сябе паводзіць у той сітуацыі. Так, то бок проста мне нават, знаеш, што здзіўляе, што
яны не прызналі наяўнасць хваробы, наяўнасць гэтага вірусу для таго, каб людзі маглі самі прыняць рашэнне, як ім далей дзейнічаць. Так? Окей, няма эканамічных магчымасцяў, няма запасаў, каб спыніць там заводы ці кампаніі, арганізацыі, то бок працягваць працаваць трэба, няма магчымасці сысці ў поўны лакдаун, але папярэдзьце людзей, каб насілі маскі, каб рабілі нейкія захады бяспекі для сябе і для сваёй сям'і, каб неяк зменшыць гэтыя страты. Але нават гэта не было зробленае. І больш за то, яны дагэтуль, хоць колькі гадоў ўжо прайшло, не прызналі гэтыя страты, і гэтая статыстыка па-ранейшаму закрыта, таму што вось гэтыя дадзеныя ўдалося дастаць толькі са статыстыкі па смяротнасці. То бок мы дагэтуль не ведаем, колькі было па кавідзе, але я думаю, што дакладных звестак па кавідзе мы ніколі не даведаемся, таму Да. што не пісалі людзям кавід, асабліва тым, хто быў на мяжы жыцця і смерці. То бок там пісалі ўсё, што заўгодна, толькі не прычына кавід. І ў гэтым сэнсе статыстыка па смяротнасці, яна хутчэй за ўсё ў беларускай сітуацыі будзе нават чысцейшая. Да, цифры меня очень впечатлили, особенно то, что получается, что в среднем вдвое хуже мы прошли, чем все соседние страны, которые были в похожей ситуации, то есть не имели достаточно долго доступа к вакцинам, население достаточно медленно начинало вакцинацию, медленно раскачивалось. То есть вдвое это прям очень много. Я помню на самом деле этот май 2020 года, это отрицание, эту волну вопросов, что делать, как делать. Именно позиция государства привела к тому, что многих людей было сложно убедить и вакцинироваться, и что-то делать. И это действительно та ошибка, которая стоила... Вот вся разница, она вот в этом заложена фактически, да. Я помню, что в мае 2020-го умер работник, военнослужащий Минобороны Александров Герман. Мы с ним делали интервью незадолго до этого. Молодой мужик, 52 года, очень хороший. Мы делали текст про малую авиацию в Беларуси. Летчик, энтузиаст, все, да, якобы пневмония. И вот все вокруг, кто знал человека, да, они понимают, что, ребят, ну так не может быть, да, ну вот какие-то сигналы такие есть, какие-то очень личные, очень... Ну нет. И умирали же люди и у него в окружении, да. Обычно первый такой сигнал, ты думаешь, слушай, я, наверное, чего-то недооцениваю, наверное, все-таки как-то надо что-то по-другому делать, да. У тебя тут же появляются сомнения, когда ты видишь первые вот эти гибели, да. Потому что вначале совершенно гнусное поведение Лукашенко было, когда он говорит, ну что ты хочешь, там вот этот толстый, да, ну что ты хочешь, там этому вообще за 80, ну что ты мне тут... Ну, ребята, да, вот первый, вот кого ты знаешь, молодой, здоровый, без вредных привычек, без каких-то проблем со здоровьем, да, обычно этого достаточно для того, чтобы сказать, слушай, может, что-то надо все-таки, может, что-то мы не так делаем, да? И опять, это мы действительно косплеим Советский Союз. Сколько таких эпидемий проходили люди в Советском Союзе, где мы ничего не знаем, у нас ничего такого происходить не может. Я вспомнила, коллеги писали большой текст про сибирскую язву около Свердлова, да, значит, Свердловска. Очень смешно, да, 79-й год, внезапно начинают умирать люди. Факт того, что это была утечка с предприятия, которое занималось биологическим оружием, подтвердил Ельцин уже в 90-е годы. До этого делали вид, что, вы знаете, там что-то где-то произошло. Ну, наверное, это теракт, это западники распыляли где-то на остановках. Ребят, у вас смертельное заболевание, произошла утечка, об этом было известно, вы не предупреждаете людей, вы не делаете ничего для того, чтобы это остановить. Вы отрицаете это до последнего. Вы делаете вид, что этого нет. И даже когда уже легочной формой сибирской язвы заболевают десятки людей, вы говорите, что случилось? Ничего не случилось, не знаем. То есть Ельцин, который тогда возглавлял фактически этот регион, он тоже не знал, из-за чего. Его не поставили в известность. В этом особый цинизм советского подхода. Я помню свою семью, которая рассказывала мне, и я сама видела это место. Катастрофа самолета Ан-24 в Калининградской области в 1972 году, 16 мая. Самолет Ан-24 упал на детский сад.
кошмар, ужас, 30 с чем-то погибших человек, большинство из них дети. Утром 17 мая на месте катастрофы нет ничего. Разбит сквер, посажены цветы, засыпаны дорожки, спилены, выкорчеваны деревья. Ничего не напоминает об этой истории. Советский самолет не мог упасть на советский детский сад. И полностью, история замалчивается абсолютно полностью. В городе отключают электричество, его отрубают от сообщения. Электрички, автобусы не ходят. Похороны проходят, все равно собирается весь город, и там около 10 тысяч людей приходят. Им ничего не говорят, ничего не объясняют. Все этого не было. Ну, это целое поколение детей небольшого города, 25 человек дошкольников, да, это четверть дошкольников небольшого городка. Не было этого. И мои родители, приехавшие туда в июне, говорят: а что тут? Тут же был детский сад. Нету. Ну, в смысле нету? Как нету? А куда делся? Не велено говорить. Все. Ну, то есть мы не выясняем причин катастрофы, мы не проводим экспертиз. Мы за ночь все полностью ликвидируем и забываем на 40 лет о том, что такая история была. Так не могло быть, потому что это вот Советский Союз. У нас такого не бывает. Чернобыльская катастрофа мы помним все. Там, благо, это уже были немножко другие времена, и долго молчать не получилось. А так вот 40 лет можно молчать. Кошмар. І ведаеш, што нават у сітуацыі сучаснай з кавідам, так, гэта не Чарнобыль, дзякуй Богу, але тым не менш, я бачу ў гэтым вялікую непавагу да людзей, таму што мне здаецца, ну у чым праблема сказаць людзям, што ну ўсё, у свеце пандэмія, так? Мы Да. з гэтым нічога не можам зрабіць. Гэта не ад нас залежыць. Мы ў гэтым не вінаватыя, так? Нет, абсолютно. Чаму нельга прызнаць, што беларусы таксама могуць хварэць на кавід? У гэтым не сорамна прызнацца. Все хварэюць на кавід, увесь свет хварэе на кавід, так? Давайце браць адказнасць. Кожны за сваё жыццё, жыццё сваіх блізкіх. Давайце рабіць штосьці разам. Тем более не стыдно взять паузу, сказать, что, ребят, есть несколько подходов, мы сейчас выясняем, что более эффективно, что будет работать, что не будет работать. Пока на всякий случай действуем так, да? Ничего, отрицать весь мир – это вот наш конек, да? Это о том, что диктатура и ее эффективность, да? Ну, ее эффективность только в том, что ты не можешь в ее условиях сказать, что она неэффективна. Только в этом ее эффективность. Все остальное, если начать копать, разбираться, раскладывать по цифрам, она неэффективна. Люди не могут задавать вопросы и получать на них нормальные ответы. Але ведаеш, я бачу непавагу тут нават пра Чарнобыль згадваючы, так? Калі ў краіне 2 блокі БелАЭС спынены, а Лукашенко ходзіць і расказвае, што давайце другую АЭС пабудуем, так? У нас з гэтай куча праблемаў, так? Мы рассварыліся з усімі суседзямі з-за гэтай станцыі, так? Яе расейцы будавалі, ніхто не разумее, ці яна бяспечная, так? Больш за то, яна ўвесь час ламаецца, яна стаіць проста колам, і яна толькі высмоктвае грошы, а не прыносіць іх. І ў выніку мы яшчэ тут спакойна разважаем пра тое, а вось як мы яшчэ адну пабудуем, які мы будзем малайцы. Абсолютно. И пропагандисты говорят, допустим, ну а что, вон Казахстан сразу 3 станции собирается строить. Ну да, собирается, но Казахстан, во-первых, сказал, что строить будет некий международный консорциум. Будет там Россия или нет, пока непонятно, но будет тендер, будет конкурс, будут французы, там будут американцы участвовать. То есть уже понятен, что подход какой-то иной, да, а не мы с Путиным договоримся, и если надо, то построим, да, электроэнергия лишней не бывает. Все бывает лишним. Ну, серьезно, вот все бывает лишним, да? Даже деньги Асабліва могут быть цяпер, лишними, если они наличными и не помещаются к тебе там куда-то, да? асабліва цяпер, калі ўвесь свет пераходзіць на аднаўляльную энергетыку, так, сонечнай батарэі ўжо шмат грошай і шмат энергіі прыносяць суседнім краінам, еўрапейскім краінам, так, і свет рухаецца ў гэтым кірунку, а мы расказваем, што мы будзем ісці назад. Мы ведаем, што Слушай, вось ну на гэты самом правільны деле падыход. атомные технологии это очень такая спорная дискуссионная штука, и обычно атомщики выступают таким очень мощным интернациональным лоббистом этого всего. Я помню, Росатому задавали вопрос по украинским АЭС, и когда особенно был момент, когда украинские АЭС пытались переводить и переводили на американское топливо, и пропагандисты раскачивали тему, что это небезопасно, да? Атомщики российские стояли за украинских коллег и говорили, что если на это
дали добро надзорные службы Украины, значит, это безопасно, ну, потому что у них вот эта общая такая коалиция, они выступают единым фронтом. И, в общем-то, им даже можно поверить. Но для этого нужна нормальная коммуникация. Для этого мы должны нормально задавать вопросы. Ребят, так что со вторым блоком случилось? Он не работает 50 дней. Это там чья-то паранойя, это что-то вышло из строя. Мы хотели бы знать. Есть шкала событий по АЭС и есть способы уведомления по каждому из событий. Да? Если блок отключается по каким-то экстренным причинам, об этом уведомляется. Потому что когда мне сообщают о какой-то проблеме, когда она уже как бы решена, да, там внезапно сообщают, что, допустим, там, дали воду какому-то там району. Дали, а до этого отняли. Ну да, до этого там сколько-то времени не было, да. Это я помню себя в условиях информационного вакуума в СИЗО, да, когда в газете «Советская Белоруссия» кто-то из моих сокамерников вычитал, слушай, говорит, пишут, что на границе все хорошо. А что там случилось? Я говорю, слушай, понятия не Значит, имею. штосьці Нужно, здарылася, ну, раз пішаш, абсолютно. што там все Вот добра. просто там вот там где-то под передовицей, что значит там белорусские пограничники, это начало было миграционного кризиса. Ребята, вы пишете такие вещи, от которых все впадают в панику, да? Потому что все хорошо, вы знаете, пограничники наши на посту. Ну, конечно, на посту, они же пограничники, это же граница. Конечно, они на посту. А зачем вы мне об этом сообщаете? Все штатно. Ну, в смысле, конечно, штатно. Я тоже надеюсь, что штатно. А случилось-то что? О чем вы мне хотите вот этим сигнализировать? Ни о чем, не задавай дурацких вопросов. Ну, а люди, они же не идиоты, да? Если у них в окружении начинаются ковидные смерти, если есть мировая какая-то информация, поступающая... Інтэрнэт працуе ў краіне па-ранейшаму. Абсолютно, абсолютно. Довольно сложно меня убедить, что там идиоты итальянцы, немцы, что они, значит, свою систему здравоохранения поставили на уши из-за каких-то мифических, как там у нас это Головченко говорит, мифические ценности, да? Ну какие мифические? Они вообще не мифические. Они очень даже настоящие, да? И можно спорить об эффективности локдауна, можно обсуждать, как в следующий раз это сделать логичнее. Но отрицать ковидные смерти – это, ну, это отрицать очевидное. Да? У нас у всех есть кто-то где-то, кто или очень тяжело болел, или кто умер от ковида, у кого это было не основным диагнозом в том числе, да, потому что писали, если человек, допустим, там после инфаркта и после инсульта умирал от ковида, то тоже причиной смерти легко написать основное заболевание, а не ковид. Ну, нам все эти манипуляции понятны, но отрицать, что проблема была, это очень странно. И не просто отрицать, что она была, мы утверждаем, что именно наш подход был самым правильным и замечательным. Ну, такой с особым цинизмом. Пра нядаўнія заявы тура хочу з табой пагаварыць, абмеркаваць гэта і нават хочу зачытаць дакладна ягоную цытату. Тая апазіцыя да апазіцыі, якая адносна ўстойліва сфармавалася ў збеглых і мае намер ініцыяваць публічныя заклікі да ЗША і ЕС зняць аднабаковыя злачынныя санкцыі супраць Беларусі ў якасці разумнага першага кроку для выбудоўвання дыялогу, працягвайце сваю палітычную дзейнасць, вашу працу бачаць і ацэньваюць. І нават больш за то ён адзначае, што радзіма, значыць, дапамагае бачыць гэтых людзей. То бок, ну, намёкі на тое, што ідзе дыялог з гэтымі людзьмі і нейкая там дапамога ім аказваецца ў гэтым кірунку. Карацей, усё гэта выглядае вельмі дзіўна, пачынаючы з таго, чаму гэта агучвае прапагандыст Ігар Тур. Такая яму роля дасталася і павага, напэўна, з боку спецслужбаў, не знаю, выказваць такія месаджы, альбо чыя гэта ініцыятыва. Ну, я не ведаю, што ты думаешь пра тое, што это раптам зараз загучала? Слушай, я бы уже давно сделала, как, знаешь, в хорошей пьесе, точнее, в любой пьесе. Вначале расписано главные герои, да, там Тур, молодой пропагандист, значит, отвечающий за это, да, Гриша Озарёнок, немножко бесноватый, значит, человек, отвечающий, ну, чтобы было понятно просто, кто чей род и кто кого озвучивает. Спасибо, что Игорь замечает, что люди за пределами страны, они бывают разные, у них бывают разные позиции. Я бы не называла это вообще никак оппозицией к оппозиции. Это просто разное представление о том, что хорошо, что работает, что не работает и так далее. В качестве первого шага я бы господину Туру очень рекомендовала все-таки несколько человек отпустить из тяжеловесов, из знаковых людей. Может быть, они бы помогли
на этом непростом поприще убеждения Евросоюза и США о снятии каких-то санкций. Ну, на самом деле это уже мейнстрим, эта тема очень широко обсуждается, эта тема обсуждается активно в России. И есть много оппозиционеров, которые лоббируют частичную отмену, точнее приостановку санкций. В общем-то, мне эта идея кажется вполне разумной, что, допустим, в обмен на выпуск политзаключенных мы приостанавливаем временно Евросоюз и США какие-то санкции, не введенные за войну. Военные санкции, пока идет война, понятно, что они все остаются, никакой продукции двойного назначения, никаких снятий ограничений со счетов предприятий, участвующих в выполнении оборонзаказа, это все не обсуждается сейчас фактически, это бесполезно поднимать этот вопрос. Вот. Ну, допустим, тема с Белавией, которая уже там, я не знаю, мне кажется, что уже вся оппозиция к оппозиции, и оппозиция просто, и просто многие белорусы поднимают этот вопрос, потому что действительно это большие проблемы с перемещением, это большие проблемы с обслуживанием самолетов, а все-таки, да, мы же не хотим, чтобы наши соотечественники пострадали от того, что самолеты не могут своевременно и в полном объеме обслуживаться. Поэтому сигналить надо четче, да. Есть журналисты «Радио Свобода», да, вот это из тех, кто последний обсуждался. Есть Олесь Беляцкий, есть еще много хороших людей, совершенно очевидно, не совершавших никаких страшных преступлений. И, ну, давайте, может быть, они помогут вам в этом непростом диалоге с Западом, да. Потому что ваши собственные переговорщики, честно, очень странно ведут диалог, и понять, ну вот я там Рыженкова сегодня успела почитать интервью в «Известиях», да, он там одномоментно и угрожает Западу, и говорит, что мы не угрожаем Западу. Ну, невозможно одномоментно, значит, это все реализовывать, это в голове не помещается в одной. Але ведаеш, выглядае, што зараз проста для іх ну асноўныя ворагі Святлана Ціханаўская і Павел Латушка, і скіравана гэта ўсё супраць іх, каб падзеліць апазіцыю, каб настроіць усіх супраць Ціханаўскай Латушкі, каб іх знішчыць, разбіць рэпутацыю, увогуле нейкі давер да апазіцыі і такім чынам палепшыць становішча Лукашэнкі. Слушай, ну мы прекрасно понимаем, что оппозиция — это не Светлана Георгиевна и не Пал Палыч, да, это большое количество людей с разными мнениями, подходами и так далее, да, это как выборы 2020 года, накануне которых все говорили, ну нет кандидатов, ну какие кандидаты, ну знаем мы всех ваших кандидатов, всех ваших оппозиционеров мы знаем, да. Есть время, есть вызов, есть человек, который на него отвечает. Ну, послушайте, даже вот это фейковое видео со Светланой, которая говорит, что она там отдает свои, значит, лавры лидера Демсил Пал Палычу. Ну, даже если бы это так случилось. Ну, серьезно, вы победили Светлану Тихановскую? Ну, во-первых, человек может передать какие-то функции, оставшись лидером нации, совестью нации, оставшись экспертом, оставшись кем угодно, да. Это как история 2018 года, когда прям власть была очень озадачена вопросом, как бы Марину Золотову сделать не главредом Тутбая, запрет на определенные виды деятельности ввести и так далее. Ребята, ну человек может быть не главредом, а, допустим, директором, да. Человек все равно остается профессионалом, экспертом, да. Если вам очень важно, чтобы Светлана Георгиевна как-то иначе называлась, ну, вы ее сами называйте как хотите, собственно, это вообще не решает. Ну, вот Нельсон Мандела, он Нельсон Мандела. Даже никто не вспомнит там толком, там, президентом, он там, главой парламента был, кем еще там. Людям это не важно. Есть люди, которые там лидеры, да, есть там академик Сахаров. Что он там, где он формально какую должность занимал? Ну, ты не лишишь его этого звания. Оно останется с ним. Если человек влияет на судьбы нации, на умы и на все остальное, то он влияет. А если нет, то вы меня извините, да, если он может только на пресс-конференции 5 минут рассказывать о том, как он выступал в роли антигерасима, спасая свою собачку, ну, это вызывает просто, я не знаю, это какое-то недоумение и зачем, что это было? Ну, это то, что мы должны были узнать о человеке? Ну, ок. Ну, понятно же, что человек вот рассказал о том, что он в себе любит, да?
Соврал, кстати, по-моему. Я таксама ў гэтай гісторыі абсалютна не веру. Ну. Але ты добра узгадала, што сапраўды ў гэты раз спецслужбы вырашылі дзейнічаць крэатыўна і стварылі гэты фэйк, дзе Святлана Ціханаўская нібыта перадае паўнамоцтвы Павлу Латушку. І цікава была рэакцыя, у тым ліку некаторых апазіцыйных дзеячаў, не знаю, Пракоп'еў Да. адрэагаваў, што, маўляў, ура, змена ўлады ў апазіцыі, зараз чакаем новых дзеянняў і крокаў. Хаця мне, па шчырасці, здаецца, это было так смешна, у сэнсе сам гэты фэйк, сама гэтая заява, это так Ты недарэчна. представь, сколько людей было задействовано в этом, чтобы получить какой выхлоп. Светлана Георгиевна с Павлом Павловичем поржали, Вадиму сказали: слушай, ты там, наверное, в Нью-Йорке, да, просто по времени как-то не попал или с просонья не разобрался, да. Ну и что он такого сказал? Ну, ну опять выразил мнение, да. Ну, ему может нравиться Светлана, может не нравиться, это вообще не важно. Товарищи, у нас не сталинизм, у нас не все за товарища Сталина, не все за дедушку Ленина, Байнёв ее очень любит. Светлану можно любить, можно не любить, можно уважать, можно за что-то ценить. Это разрешено. Здесь все-таки демократия. Да, можно критиковать за что-то. И это тоже не оппозиция к оппозиции. Если мне конкретная какая-то стратегия кажется не совсем адекватной и требующей изменений, я об этом могу написать, и мне ничего за это не будет. Может, даже тур похвалит. А может, и Светлана Георгиевна. Опять, а время покажет что-то третье. И, ну, я не знаю, то есть выхлоп нулевой. Вот ты представляешь, сколько людей думали, писали сценарий. Слушай, нам бы такие ресурсы, мы бы снимали уже прям эгегей. Ну. Да санкцый хочу вярнуцца і таго, што казаў Ігар Тур, таму што не толькі ён апелюе да тэмы санкцый, увогуле гэта прасоўваецца зараз праз розныя лукашэнкаўскія каналы. І там вельмі часта звяртаецца, увогуле все звяртаюцца зараз і апелююць да Пазняка, таму што Пазняк выступае супраць санкцый метадычна, сістэмна, ён раз за разам паўтарае гэты месседж, што санкцыі зло, яны шкодзяць Беларусі. Я зараз нават хочу ягоную цытату, адну з апошніх зачытаць, таму што да яе шмат пытанняў. Ён кажа: Еўрасаюз, асабліва Нямецчына, праводзяць паслядоўную палітыку па знішчэнні Беларусі шляхам эканамічных санкцый, адмаўлення ўсялякіх кантактаў з дыктатарам. Але асноўнае пытанне, як бы калі ўдумацца ў тое, што ён кажа, але навошта Еўрасаюзу знішчаць Беларусь? Навошта Нямецчыне знішчаць Беларусь? Каму стане ад гэтага лепш? Таму што Літва і Польшча, сапраўды іх бяспека залежыць ад свабоды і дэмакратыі ў Беларусі, якой няма, так? То бок, чым больш небяспечнае становішча ў Беларусі, тым горшае становішча з нацыянальнай бяспекай у гэтых краінах. То бок, выглядае, што абсалютна нікому не выгадна аддаваць Беларусь Расіі. Гэта выгадна толькі самой Расіі, так? І Лукашэнку, якому важна, каб яго была падтрымка, так, з боку Расіі эканамічная. І ў гэтай сітуацыі, ну, здаецца, што гэта абсалютна абсурдны месседж. Ты так не думаешь? Ну да, и получается, что фактически с 2020 года они начали методичное уничтожение Беларуси, да, ну тоже такой несколько странный момент. Спали и думали, выбранный. як бы знищить Беларусь. Да, ну опять, это такая риторика, как очень Озарёнок хорошо сказал, публицистический перехлёст. Да. Как еще признаться, что ты соврал, глядя в глаза и, в общем, не сильно стесняясь. Это был публицистический перехлёст. Ну, я думаю, что это тоже примерно он, потому что понятно, что Германии совершенно незачем это, даже сложно себе представить, к чему бы это могло быть. Опять, если бы это было так, это было бы довольно несложно реализовать. Пока об этом точно не идет речь. И, ну, знаешь, опять такие заявления, это как этот Лукашенко, который опять сказал, что Польша спит и видит захватить Западную Беларусь. Ну, а доказательства хоть какие-то этого есть? То есть так и тут. Почему именно Германия хочет прям уничтожить Беларусь? Настолько хочет уничтожить, что даже заставила вступить в войну фактически на стороне России. Ну, при чем тут Германия? Вот. Ну, нет, конечно. Ну, я с Поздняком тоже могу согласиться в том, что санкции действительно бьют не совсем туда, куда надо, и они могли бы быть инструментом и поводом для начала дискуссии. А дискуссия в любом случае какая-то должна быть, и в любом случае какой-то процесс коммуникации должен быть. Потому что реально, если мы сейчас просто выпадем из этой коммуникации,
То, что в Беларуси будет происходить, это будет вот, да, индоктринация вот этих совершенно безумных идей. И потом, убедить людей в абсурдности этого, будет довольно сложно. Мы же помним, как в Советском Союзе массово люди действительно верили в то, что там Запад хочет на них напасть, хочет войны, хочет там их уничтожить на генетическом уровне, напоминает Байнёв. Да, как потомков, Великого Советского Союза и наследников Ильича и чего-то еще. Я совершенно не могу это запомнить, это не имеет, никакого, смысла и никакой логики, поэтому это только можно учить наизусть. Да, Але ну бачыш, пазняка ўлады выкарыстоўваюць увесь час, так? да. Таму што нават калі прасачыць месседжы, якія тур прасоўваў праз нават апазіцыйныя каналы пад схаванымі нікамі, так, але якія пасля рассакрэцілі, там было бачна, што ён вельмі часта апеляваў да пазняка, маўляў, паглядзіце, разумныя рэчы чалавек гаворыць. Ну і па ўсім відавочна, што яго проста выкарыстоўваюць лукашэнкаўцы ў сваіх мэтах. Вось яму з гэтым окей. Вось для мяне пытанне, мне было б вельмі некамфортна, калі б мае месседжы проста выкарыстоўваліся рэжымам для таго, каб іх мэты прасоўваць. Слушай, ну это немножко упрощение все-таки ситуации. Режим реально может использовать так любого человека, который скажет что-нибудь, хоть сколько-нибудь отличное от мейнстрима или даже не отличное на самом деле. В любом случае это можно выдать за то, что там, вот мы тоже поддерживаем и так далее. Это то, что Лукашенко любит делать. Там, послушай западников, сделай наоборот. И если я чего-то не понял, то я вот делаю наоборот. Так и тут, да. Если это на пользу режиму, если режим пытается это использовать, значит это зло. Ну, Поздняк имеет право думать так, как он думает, да. Режим может использовать абсолютно все. Ты можешь что-то сказать ему, ты можешь молчать, ты можешь дать интервью, ты можешь не дать интервью. Это может быть использовано против тебя. Ты можешь сказать абсолютно что угодно. Там Веремейчик мог рассказать про полк Калиновского. Почему Калиновского? Это можно использовать абсолютно как угодно, вырезать и сделать из этого, что тебе захочется. Вот, Гладкая поэтому прызналася, што что тлумачэнне, да, чаму вырезанное. Каліноўскага полк называецца палком Каліноўскага, выразалі так, таму што не спадабалася. Абсолютно. И, мы понимаем прекрасно, что если тебе, режиму надо что-то использовать с тобой, там, как в случае с Тихановским, показали, его беседу с адвокатом, допустим, что откровенно нарушает адвокатскую тайну, и непонятно, зачем это делать, ведь выхлоп однозначно меньше. Ты нарушаешь закон, это очевидно всем. А вот у нас вот есть такая необходимость. Какая необходимость вам признаваться самим в том, что вы нарушаете закон? Надо. Очень надо показать, что он плохой. Ну, то есть, если им надо показать, что Поздняк там хороший, Лукашенко хороший, это работает пропаганда. Поэтому я бы все-таки не обсуждала обсуждение пропаганды, а обсуждала предложение Поздняка. Вот. Потому что обсуждать интерпретации пропаганды, можно сказать, что если я за диалог, значит, там, я поддерживаю Лукашенко. Я не поддерживаю Лукашенко, и я за диалог. Ну, просто потому что де-факто он сейчас принимает решения, касающиеся Беларуси. Если он сейчас скажет, что, ребят, устал я, все-таки входим в состав России, получим газ по внутрироссийским ценам, сбывается моя мечта. Пусть так. Я вот считаю, что это ок. Да, я сошел с ума, мне ок. Он может это сделать, и потом это будет расхлебать очень сложно. Поэтому говорить, что я с ним не буду вести диалог, почему? Потому что он нелегитимный. Он де-факто управляет страной. Он принимает решения, определяющие судьбу этой страны. И говорить, что я с ним не хочу обсуждать ничего, ну, я бы все-таки попыталась. В этом искусство дипломатии, в этом талант и сложность дипломатов, в том, что тебе приходится обсуждать многие вещи с исключительно неприятными людьми. Ну вот, да, да. Мы все понимаем, что там, как журналисту легко брать интервью у нормального, адекватного человека, внятно выражающего свои мысли. Но иногда ты беседуешь, как Ксения Собчак с господином Озаренковым, да, и это требует определенной психологической устойчивости, определенного интеллектуального вызова. Ты же не можешь ему просто сказать, слушай, ну ты просто идиот, я не понимаю, о чем с тобой вообще можно беседовать, да? Ты беседуешь, ты показываешь его, ты задаешь вопросы, ты настаиваешь на ответах. Это не так просто на самом деле. Многие там говорят, ой, что там с ним, там ерунда, легко. Ну, это не настолько легко на самом деле. Ты же не можешь там психануть и сказать, что, слушай, это вообще ерунда какая-то, а не ответы, и ты какую-то говоришь ерунду, и это какие-то глупости, и все. Нет.
Але Ты ведаеш, яна ж там нават у твар яму сказала: "Всё мне в вас ненавісна". Да, Прямо да, ў твар, у да, вочы, так? Гэта, да, дарэчы, яшчэ і перцу дадало гэтаму інтэрв'ю, таму што ясна, да, што яна не хавае свайго стаўлення. да. И это тяжело, если кому-то кажется, что это легко побеседовать с кем-нибудь не совсем адекватным, да, это сложно. Это эмоционально очень сложно. И вот показать, вот какой он есть, да, вот во всей своей красе, во всем своем великолепии, да, во всей своей великой большой любви почему-то к Александру Григорьевичу, но, ну, слушай, вот она показала масштаб личности, мне понравилось. Мяне таксама, а што цябе найбольш уразіла ў гэтай размове? Слушай, ну, меня очень впечатлило масштаб чувств одного человека взрослого к другому взрослому человеку, да. Мы живем в таком достаточно циничном времени. Сильные чувства обычно там испытываются там, в первый момент влюбленности и, может быть, там к маленькому ребенку, да. Но мы же все циники, скептики. Мы понимаем, что этот маленький очаровательный засранец вырастет в большого и станет довольно противным, будет нам дерзить, хамить, вредничать и так далее. А вот этот человек с букетом, он тоже наверняка накосячит, и мы всегда как-то немножко так оставляем какой-то такой легкий цинизм, понимая, что все это он любит Лукашенко какими-то такими очень возвышенными чувствами, вот, которые, ей-богу, лучше бы направить было на что-нибудь другое. Но вот любит, да. Очень впечатлилась я, с какой такой легкой застенчивостью он признался, что в этом ненавистном, в этом совершенно мерзком, богомерзком Евросоюзе он ни разу не был. Да, это так ненавидеть то, чего ты не знаешь, чего ты не видел, довольно сложно, да. Вот там, не знаю, там у меня нет своего мнения об Индии, я там просто не была. Мне кто-то говорит: "Слушай, там классно", кто-то говорит: "Слушай, там ужасно". Ребят, ничего не могу сказать, никаких чувств у меня не испытываю, я не испытываю в отношении того, чего я не знаю все таки. А здесь у него прям вот очень большой спектр эмоций. И чувств вызывает это все. Ну и да, очень забавно, что, значит, я такой гордый, я такой независимый, я такой крутой, но если что, позвоню ментам, они приедут и вам накидают. Да, это очень какие-то пацанские штуки. Я с автаза, я это прям считываю. Это какой-то такой вот генетический код неблагополучного района, да. И человек говорит: "Ну, а чё он? А чё он пишет?" Там в "Телеграме" написал: "Фу, озарёнок в спортзале", да. А я Нават ему абраза такой няма, па а я шчырасці. ему Тут няма такой: нічога. "А ты вот подошел бы ко мне". Ну, так я тебе скажу, Озарёнок, а ты бы подошел к нему и сказал, что тебе что-то не нравится. Ты же позвонил своим ментам, и его привезли в Губопик. Так а чё ты ему не сказал в качалке? Слышишь, пацан, почему тебе Гриша не нравится? Чем тебе тут я не устраиваю? Нет, он позвонил ментам. Конечно, в этой ситуации очень легко любого человека заставить, извиняться на фоне дверей, да. Это мы все понимаем. Очень забавно, очень любопытно, что он будет делать, когда Лукашенко, все таки не станет. Потому что, его последние слова, они такие достаточно страшные, да, что я буду ходить и мстить тем, кто будет там плохо о нем говорить. Вот. Ну, я не думаю. Просто тогда товарищи милиционеры, они же уже будут, не из-за него, Гриша же уже не сможет просто им позвонить, чтобы они подъехали, потому что там кто-то Александра Григорьевича не уважает. И я думаю, что все это будет, тихое пьянство. Але па шчырасці я нават не магу вытлумачыць вось гэтую нянавісць да захаду на генетычным узроўні, напэўна, так. Таму што тут жывуць такія ж самыя людзі, так. Вось я не ўяўляю, з якімі эмоцыямі Рыгор Азаронак першы раз выйдзе за мяжу. Таму што ён пабачыць нармальных людзей, добрыя дарогі, чысціню, культуру, так, цудоўную архітэктуру, паркі, все будзе выдатна працаваць, аўтобусы ходзяць, цягнікі ездзяць, няма ніякага калапсу, няма ніякіх там, не знаю, ворагаў, якія гатовыя цябе там сажраць, як толькі беларус ступіць на варожую заходнюю зямлю. Не знаю, просто насамрэч это, ну, гэта абсурдна, так, таму што калі ты хоць раз выйдзеш за мяжу, ты пабачыш, што нічога страшнага няма. Соль і грэчка ёсць у любой краме. Увогуле тут гэта не праблема, так? Слушай, Адкуль обычно гэта? просто этот период лишения невинности, он проходит несколько раньше, да. Я тоже ездила там за границу, когда со мной был кто-то, кто ехал в первый раз, там, допустим, подростки говорили: "Слушай, там, я не знаю, да, а там вот, а как оно там?" Я говорю: так же, как везде, да. А если я там что-то не пойму? Ну, тогда извиняйся, улыбайся и проси помочь, да. И это всегда работает.
И очень смешно, насколько люди расслабляются, когда понимают, что ничего страшного нет, да. Если у тебя есть проблема, скажи, да. Я понимаю, ты старенькие, маленькие, которые приезжают сюда. Я таких людей вижу сейчас очень много, да, в том числе растерянных, потерянных. Это и украинцы, и белорусы, в том числе пожилые, которые не знают языка. А как там я пойду? Послушай, ты пойдешь, улыбаясь, извиняясь, знаешь украинский — говори на украинском, знаешь русский — говори на русском. Тебя попытаются понять и помочь, да. И вот, в случае с Гришей, конечно, лишение невинности после такого бэкграунда тяжелого было бы очень таким, наверное, сложным. Но да, любопытно было бы увидеть, как человек, да, вот свою бы позицию, ну, он явно бы не трансформировал. Он, собственно, об этом тоже говорит. Это тоже важный момент, когда он говорит, что я свою позицию не меняю. І я, і мой Это и бацька, мой, гэта да, наш да. прынцып Ну, тем жыццёвы. более, что, скажем честно, это позиция его папы все-таки, да. И вот это вот мы не меняемся. Вот мы такие, вот это пацанское что-то такое, да. Это вот я опять свой автаз вспомнила, где в смысле, как изменить мнение, это невозможно. Жизнь меняется, мнения меняются, ситуации меняются. І гэта нармальна. Абсолютно. Даже у того же Лукашенко. Он набирал заложников, сейчас, когда ему выгодно, он выпускает заложников. И когда говорит, вот это повлияли мы, нет, это повлияли мы, товарищи, могла просто измениться ситуация. Да? Ему это просто больше не надо. Ну, не надо, надоело. Да? Ну, вот не хочется по каким-то причинам. Это может иметь какие-то смыслы, а может быть просто тем, что, ну, все, пока не надо. Вот, можете разойтись. Але ўсё роўна, ведаеш, я думаю, што добра, што мы пабачылі гэта інтэрв'ю, яно застанецца ў гісторыі як вось гэты зрэз эпохі, у якой мы зараз жывём, вось гэтае вяршыня сюру, у якім мы знаходзімся, і пасля можна будзе камусьці праз 50-100 гадоў паглядзець вось гэта. І мне цяжка уявіць, як гэта будзе ўспрымацца, то што мне здаецца, нават расейцы, якія паглядзелі гэтае відэа, былі абсолютна ўражаныя тым, ну, як вось такі чалавек можа стаяць на вяршыні вось гэтай прапагандысцкай лесвіцы зараз у Беларусі. Абсолютно. Причем надо понимать, что он реально портит им многие нарративы просто вот этой своей твердолобостью, и это в итоге судьба папы может повториться, да? Когда человек вроде бы сделал все, чтобы там, служить своему господину, но в какой-то момент он оказывается просто не нужен. Со всей своей упертостью, со всеми своими нарративами. Просто нет. А работа журналистская очень хорошая. Даже вот этот момент, когда показали яркого героя, значит, с этой вот невероятной харизмой и сумасшедшими мыслями, и показали обычный ньюсрум, да, который очень цинично, очень спокойно, совершенно осознанно делает свое дело, да. Пухлые юноши, прекрасные девушки, хлопая глазами, говорят: "А что такого?" Ну да, вот так вот журналистика работает, да. Как и Гриша, да. Ну, что такое публицистический перехлёст? Что вы хотите? Какие ко мне вопросы? В смысле я соврал? Трэба Да, тут я сказаць соврал. для кантэксту, што гэта гаварылася пра абвінавачванні Азаронка у бок Э, Пратасевіча, у тым, што да, нібыта Пратасевіч забіваў мірных людзей ва ўкраіне. да. І ён назваў гэта публіцыстычным перахлёстам, і там, напэўна, 20 хвілін дыскусія ідзе, Да. Калі Ксенія Собчак спрабуе пераканаць яго, што При том, что гэта даже недарэчна, Лукашенко яму это варта выбачыцца. опроверг, и можно действительно за это, Да, если але не Азаронак извиниться, то настойвае, што хотя бы ён меў признать рацыю. свою ошибку. Да. Публицистический перехлёст. Ну, а у нас за такой перехлёст 10 лет дают. Пра пашпарт новай Беларусі хачу таксама з табой пагаварыць. Ты плануеш сабе замаўляць гэты дакумент? Нет, спасибо, у меня уже есть женевский паспорт, я пока поживу с ним, плюс у меня белорусский пока не истек. Я бы все-таки дождалась какого-то аудита и понимания, откуда, куда, зачем, что за документ. Будет ли все-таки кто-то его признавать? Я знаю многих людей, кто не против получить его, потому что это классный сувенир, это прям такой документ эпохи. Я понимаю, что и нансеновский паспорт, он тоже начинался с чего-то, и был скепсис в отношении этого ООНовского паспорта. Что за ерунда? А сейчас с этим паспортом вот половина белорусов ездит, и никаких вопросов это не вызывает, поэтому я бы тут скепсис особо и не разводила, но и оптимизм тоже. Ну, по мне, пока рано предлагать его как готовый продукт, имеющий какое-то уникальное торговое предложение. Пока это все-таки сувенир. Але ведаеш, што гэта так бесіць беларускія ўлады,
То бок яны так яго баяцца, што, па-мойму, і Верамейчык згадваў гэты пашпарт, і Лосік. Это палонныя, так, фактычна Да. нашы закладнікі, так, з турмы расказваюць пра небяспеку, непатрэбнасць гэтага пашпарта. Ты думаеш, ну чаму вам так баліць увогуле за гэта, што вы мусіце нават такімі шляхамі ўкладваць у вусныя кожнага першага, каб яны алармавалі, што абы толькі ніякага гэтага пашпарта не было. То бок такі агромны страх з таго боку, што ў гэтага дакумента можа быць нейкая будучыня, перспектыва і моц, што ну вельмі незвычайна гэта. Абсолютно. Слушай, режим любит бороться с простыми вызовами, да. А какая угроза режиму от бабки, которая лайкнула не туда, и сейчас ей 3 года тюрьмы дали? А никакого. Ну, реально, от нее вреда, вот ей-богу, никакого. Ну, вызовите ее на беседу, это максимум, что возможно, да. Она там может действительно сказать, не туда лайкнула, извиняйте, да, соскочила, рука дрогнула. Ну, это же происходит зачем-то. Так и здесь. Это борьба с собственными страхами, это борьба с какими-то бесами внутри тебя. Ну, даже если этот паспорт признают все. И что? Ну, белорусы страдают же не из-за отсутствия паспорта многие. Ну, понятно, что в моменте это большое неудобство. Ну, как минимум у этих белорусов, у многих осталась собственность, которую вы абсолютно благополучно пытаетесь отжать и довольно эффективно. Другой вопрос. Я бы сейчас вообще такими штуками не злоупотребляла, потому что это все-таки не белая эмиграция, где не очень понятно, кто там что, кому это досталось имущество. Сейчас я могу точно сказать, что имущество, находящееся по вот этому адресу, было украдено там, допустим, у меня, Светланы Тихановской, у меня, у тебя, у еще кого-то. Это четко известно, да? Это имя, фамилия, отчество будет иметь. Это кража, это присвоение имущества будет иметь абсолютно четких бенефициаров. И объяснить, что я не знал, я не понял, меня сюда заселили, тут какие-то вещи уже были, я хотел их куда-то вернуть, но просто, видимо, было некуда. Так не получится. Вам придется в полном объеме, да, отвечать за это. Более того, если вы получите какие-то санкции за то, что вы пользуетесь этим имуществом, тоже может быть довольно неприятно. Поэтому я бы тут сильно, опять-таки, не злорадствовала, да, а больше занималась, извините, внутренними проблемами, да. Так, и у этого паспорта пока проблем достаточно для того, чтобы пропаганда просто о нем на какое-то время забыла. И я не вижу тут рисков каких-то. Мне падаецца, што ён яшчэ працуе на карысць беларусаў у тым сэнсе, што калі яго кладуць на стол еўрапейскім чыноўнікам і кажуць, што ў нас тут пашпарты нам не даюць, так, за легалізацыяй праблемы, ўсё, давайте прызнавайце, будзем вырашаць праблемы сотняў тысяч няшчасных беларусаў, выгнаных з краіны. Яны кажуць: о, пашпарт, давайте мы вам там Travel-документ ВНЖ на дадзім, 3 да. гады, давайте мы Да. вам свае тыя трэвел-дакументы дадзім на 10 гадоў, так, то бок яшчэ нават не маючы пад сабой нейкай рэальнай юрыдычнай сілы, ён дапамагае вырашаць праблемы проста іншым шляхам, таму што іншыя краіны шукаюць альтэрнатыўныя шляхі. Окей, як бы у нас тут вось такі варыянт, калі мы не хочам яго прымаць, нам трэба сваё прапанаваць. Абсолютно. И тот вариант, что такого не было никогда, ну, послушайте, ООНовского паспорта тоже не было, да? И мы там все читали у Ремарка, как люди с немецкими документами или без документов вообще ходили вдоль швейцарской границы, пытаясь, значит, как-то свой статус хоть где-то, хоть в какой-то стране легализоваться. Сейчас такого нет, общество гуманнее, поэтому белорусы в любом случае раньше или позже, скорее раньше, получат свой документ. Паспорт, ВНЖ, женевский паспорт. И эти вопросы решаются. И то, что белорусский паспорт может стать первым таким, ну, я не исключаю абсолютно. Для себя пока такой вариант не вижу, но опять, это же personal, да. Я не очень люблю свои данные особо раздавать, хотя понятно, что все они есть, и тут тайны большой, в общем-то, никакой ты не сделаешь из этого. Адзінае, што нечакана, ён нарабіў шмат шуму і ў замежжы, таму што у Літве быў цэлы скандал, што на вокладцы гэтага пашпарта размешчаная пагоня беларуская, але ў літоўцаў ёсць свая пагоня. І тут было пытанне, як бы, а як гэта беларусы забіраюць у нас пагоню? Слушай, ну это был все-таки довольно маргинальный такой... Гэта на ўзроўні ўрада абмяркоўвалася. Да, но Науседа достаточно быстро это прекратил. Плюс, ну, послушайте, да, у меня вот на аттестате погоня, допустим, наша белорусская погоня.
Ну, погоня общая, все отличия всем известны, и я бы тут тоже сильно. Для мяне проста было дзіўна ўвогуле, што мы мусім апраўдвацца за тое, што ў нас таксама ёсць пагоня. І даказваць, што мы таксама маем права выкарыстоўваць яе. Слушай, ну опять вот демократия так выглядит. Люди имеют право спросить, а почему у вас, значит, наша погоня? А мы будем объяснять, что да, это вот наша общая погоня, наша от вашей отличается и так далее. Нас спросили, мы ответили, да, нас же за это в тюрьму не потащили, что наша погоня кому-то не нравится, да. Вот так развивается диалог, гражданское общество и все такое. Участвуем в этом. Дзякуй, Воля. Дзякуй, сябры, што былі з намі. Гэта быў аналітычны выпуск ток з эканамічнай глядальніцай, таксама галоўнай рэдактаркай плана Б Волі Лойка. Глядзіце нас па нядзелях на гэтым канале, стаўце лайкі, падтрымлівайце нас рублём. Можна гэта зрабіць проста пад гэтым відэа на Ютубе, націснуўшы на кнопку супер дзякуй, і мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. І дзякуй, што вы з намі.